Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Путь моей души. Куда я иду и к чему я приду? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. К чему я иду, к чему я приду? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую полезную и самую важную информацию. Итак, путь вашей души. Какой же путь у души тех девочек, женщин, которые смотрят мое гадание? Так, мои дорогие, путь вашей души очень красивый, просто невероятно красивый, прекраснейший путь. И здесь, знаете, много задач. Я вижу, что очень много задач и преодолений, которые вам вот прям выпадают по судьбе. Давайте же смотреть, куда вы идете. Да? Куда? Здесь самое главное, вам нужно вырасти. Вырасти в прямом смысле этого слова над собой. Преодолеть кучу, вот прям просто огромную кучу каких-то препятствий. И эти препятствия в основном они идут ваши внутренние, изнутри у вас. Да? Когда вы сами себя блокируете, сами себя настраиваете на то, что, дескать, я не могу, у меня не получится, мне не по судьбе, кто угодно, но не я. Да? Вот так вы себя настраиваете, вот так вы себя, скажем так, стимулируете на негатив. И вот происходит то, что происходит. Мои дорогие, ну вас учат в прямом смысле слова высшие силы, Вселенная и даже духи вашего рода. Здесь огромное количество учителей. Перед вами вот в вашей жизни я вижу три двери. Три двери, которые вам нужно открыть. Причем одну уже вы открыли, осталось еще две. И честно, нужно будет посмотреть на себя в зеркало и оценить, кто я, что и почему у меня в жизни происходит. Знаете, вот многие живут в таком режиме, когда вам себя жаль, да, когда вы жалеете себя, вы говорите, что, ну, дескать, я там бедная несчастная, либо бедный несчастный, мне по жизни не везет, кто-то там меня гладит, портит, да, вот что угодно. А на самом деле получается, что вы просто боитесь реальной жизни, боитесь посмотреть в глаза своему страху и боитесь поменять свою жизнь. Мои дорогие, вот у вас дверь одна уже пройдена. Эта дверь далась вам просто невероятно сложно. Это было в вашем прошлом. Здесь просто, знаете, какой-то, ну вот на мой взгляд, была какая-то чернуха. И унижение, и обида, и слезы, и горестные состояния, и болезненные состояния. Вот все вот такое негативное вы прошли. Вы прошли эту дверь, вы оставили позади. Эта дверь потребовала от вас самой, вот скажем, большой энергозатратности, да, и эмоциональной затратности. Очень тяжело вам прошлось. Многие уже, знаете, как вам сказать, много времени прошло, да, а вы до сих пор еще отходите от того состояния. Следующая дверь будет попроще. Следующая дверь, это будет касаться ваших, скажем так, коммуникаторских способностей, вашего умения ладить с собой, с социумом, договариваться. Да? Здесь вам придется именно договариваться с миром, с собой, и, скорее всего, будет касаться, возможно, финансовой сферы, финансовой стороны жизни, материальной, ресурсной. Это вот дверь, которая у вас впереди. Третья дверь. Это дверь счастья. Дверь счастья, которую вы должны открыть сами, своими собственными руками и войти именно в то состояние, когда вы сами себе позволяете любить, быть любимой, быть счастливой. Понимаете, мои дорогие? Потому что вы до сих пор не прошли. Сколько бы вы не жили, да, на этом мире, сколько бы лет вам не было, вы до сих пор не прошли эту дверь, и до сих пор вы, ну,
скажем так, запрещаете себе это счастье, да, вот вам кажется, что все, я там невезучая, у нас там какое-то родовое, еще какое-нибудь, да, нет, на самом деле вы просто себя заблокировали, вы боитесь открыть свое сердце, да, возможно, были люди и не те, и не то, но тем не менее, понимаете, нужно искать, и вас будут к этому стимулировать, вас к этому ведут. Мои дорогие, последнее, самое сложное испытание — это действительно посмотреть на себя в зеркало и четко оценить все свои сильные и слабые стороны, примириться с какими-то недостатками, но и стараться, конечно же, использовать все свои возможности и таланты, коих у вас огромное количество. Я вижу, что вас хотят привести к такому состоянию, когда человек просто он ясно видит, ясно знает и все понимает. Да? Вот ясновидящий только вот в своей жизни, да? Что вы были ясновидцем в своей жизни. У вас я вижу, к чему вы придете. К тому, что будет у вас человек, поддержка ваша, подстать вам тоже такой же, как вы, проработанный, а вы будете у меня проработанная, либо мужчина будет проработанный, который тоже уже, знаете, со своим багажом, со своим чемоданчиком испытаний, переживаний и, соответственно, тоже талантов. Понимаете, вы вдвоем встретитесь для того, чтобы сойтись в союз и чтобы над вами горела самая прекрасная и самая яркая звезда. Понимаете, вы как пример. Вы пример для других, вы пример для того, чтобы люди смотрели на вас, да, и тоже пытались также построить свою жизнь. Здесь у вас, понимаете, два кораблика жизни, которые сходятся вместе, но они сходятся на каких-то неравных обстоятельствах. Знаете, в чем здесь неравенство будет? В том, что женщина должна быть более, скажем, такая покладистая, более открытая, более добросердечная, да? А мужчина должен быть более решительным и более смелым. Знаете, как идет? Женщина должна предлагать, а мужчина должен защищать. Вот такая идет ситуация на таких условиях. Но вклад женщины в эти отношения, он выше, он больше, и он такой, знаете, более серьезный. Более серьезно женщина вкладывается, и мужчина, может быть, даже где-то будет немножечко слаб. Да? Вот если смотрит меня мужчина, понимаете, что вы будете по сравнению с женщиной немножечко слабоватым. Но это не значит, что вы физически там слабы, либо еще какие-то проблемы. Нет, здесь именно слабость внутренняя, да, внутренних убеждений идет. И брак вот такой у вас будет, да, который будет держаться исключительно на женщине. Женщина будет, скажем так, даже вплоть до того, что может даже предложение сделать. Вот такая идет ситуация. Но то, что я вижу, к чему вы придете, к брачным, очень крепким отношениям, здесь одно кольцо, здесь второе кольцо, это точно. Это точно будет именно брак, семья, счастливая семья, хорошие, добрые, теплые отношения. Знаете, может у кого-то даже брак будет гражданский, то есть неофициальный. Но тем не менее, человек, который с вами будет в паре, он будет очень ответственно относиться к вам, подходить к вам ответственно, помогать вам. Но и будет, конечно же, на вас смотреть, ждать от вас каких-то советов, не знаю, указаний, что ли. Здесь идет именно такая ситуация, что мужчина немножечко такой, знаете, сомневающийся. Может, сомневается в себе, сомневается в каких-то своих поступках. Вот такая идет ситуация. В целом я хочу сказать, что мне нравится, к чему вы придете. Вы вырастете, вот реально вырастете в своих глазах, в глазах окружающих. А вы знаете, мало того, вы еще и людей будете других учить, давать им наставления, помогать справиться с какими-то проблемами. Сейчас многие девочки, вот мальчики, мужчины, женщины, кто смотрит меня, вы как ежики. Маленькие, очень милые, но колючие ежики. Понимаете, вы ежики, которые колят не только всех вокруг, но и сами себя тоже можете колоть, причем очень больно. Поэтому, мои дорогие, нужно будет проходить это все и меняться. Ваша душа, она сейчас в поиске, она метается. Вам кажется, что все очень долго происходит, да, вот эти все трансформации, которые у вас в жизни, долго. Но поверьте, вам дают их ровно в тот момент, когда вы готовы, да, ни больше, ни меньше. Потому что если человек не готов, то он может просто сломаться, да, вот как, там, не знаю, игрушка детская, просто взять и сломаться, рассыпаться в руках. Поэтому, мои милые, всему своя череда. Да, может быть, жаль потраченного времени. Кто-то скажет: боже, да я уже в годах, куда мне? Но, мои милые, так должно быть. Высшие силы мудры, они знают, они понимают, к чему они нас ведут. Знаете, еще я вижу, к чему вы придете. Вы придете к тому, что вы
во-первых, тут переоценка ценностей будет полнейшая, а во-вторых, вы станете каким-то человеком, ну вот, которого любят все. Вот все, кто вокруг вас, все вас любят, все к вам тянутся, всем вы нужны. Не знаю, то ли, может, работа у вас такая еще будет какая-то необычная, что все к вам идут за помощью, с благодарностью, за добрым словом, за поддержкой, и вы никому не отказываете, вы всем помогаете, вы всем несете радость и несете счастье. Мои милые, здесь прекрасный урожай будущего я вижу у вас. То есть ваша душа, она сейчас, знаете, как работает в полях, на нивах каких-то вот чувств и эмоций. Вам нужно посеять зернышки, да, и дождаться, пока они взрастут. А они обязательно взрастут. Результат будет просто сумасшедший. Он вас настолько порадует, настолько неожиданно все будет. И знаете, вот это вот именно победа. Победа ваша над проблемами, над обстоятельствами, над горестями, над лишениями, которые сейчас в вашей жизни есть и которые были. Я просто вижу, что было очень тяжело, очень. Вот прям вот кто-то смотрит меня, такую травмирующую ситуацию пережил в прошлом, что не дай бог, да, не каждому вообще по силам такое перенести. Но, мои милые, понимаете, здесь разные ситуации. Есть отработка прошлых жизней, есть наработка будущего опыта. Высшие силы, они не дадут больше, чем мы можем вынести. Значит, эта ситуация, она была нужна, она была важна. Мои милые, я вижу вы красивые в будущем, в красивом одеянии, в красивом каком-то месте. И это место какое-то, знаете, далеко находится от того места, где вы живете, далекое место. Там будет ваше место силы, вы там отдыхаете, вы там набираете сил. Рядом с вами есть человек, который вас поддерживает. Он вас поддерживает, он стоит сзади, он не сводит с вас взгляда, да, глаз не отводит. Он ждет малейших каких-то команды, да, шорохов с вашей стороны, готов вечно там вам служить. Да. Вот такая идет ситуация. Вы довольны собой, вы довольны своей жизнью, вы довольны тем, что происходит в вашей жизни. Здесь у меня очень много картинок красивых, прекрасных, в перевернутом виде, таких перевертышей. Да. Здесь и букеты, и дельфин, и даже кит вышел, понимаете, кольца вышли, все это вышло, но оно пока перевернуто. Я могу сказать вам так, что основные вот эти события, они у вас впереди. Причем впереди, но не настолько далеко, как вы можете подумать. Они хоть и перевернутые, но они как-то, знаете, все сразу разом начнут происходить в вашей жизни. Это будет просто какой-то фейерверк, какая-то, не знаю, радуга из чудес, которые будут идти в вашу жизнь. И скажем так, вы не будете довольны малым. Вы потребуете от Вселенной, от высших сил все, что вам причитается. И знаете, вам дадут. Вот сколько вы попросите, столько вам и дадут. Но для этого, мои дорогие, сначала придется немножечко потерпеть и с достоинством выйти все эти испытания. Главное требование к вам, к вашей душе, чтобы вы не отчаивались. Потому что отчаяние просто сразу нам блокирует все дороги и все возможности. Вы должны верить, вы должны надеяться, и поверьте, такой результат, вы даже себе представить не можете, какой замечательный результат вас ждет в будущем. Ваша дорога судьбы, вашей души очень сложна, особенно начальные ее этапы. У кого-то, я вижу, детство было просто жуткое, такое, знаете, прям маленький ребенок столкнулся с такими гадостями, с такими пакостями, со страданиями, да, маленькая душа страдала. Но, мои милые, все это уже позади, все позади. Сейчас вам с каждым новым шагом, с каждой новой ступенечкой будет все легче и легче и легче. Вы дойдете до своего предназначения. А предназначение ваше – это быть счастливым человеком и своим счастьем делиться с другими. Вот так вот, мои дорогие. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.